Дома, признанные аварийными после 2012 года, на капитальный ремонт могут рассчитывать только с 2020. Между тем, многим из них помощь нужна уже сейчас, говорят в региональном ОНФ. Управляющие компании помочь вроде бы готовы, но полномочий на это у них нет, содержать они могут, а вот браться за ремонт им опасно. Тот тариф, который был утвержден в рамках заключения договора управления, а это зачастую договоры управления, которые были заключены по результатам открытого конкурса, и тариф, и перечень работ, они не соответствуют тем работам, которые должна осуществлять управляющая компания в отношении многоквартирных домов. То есть управляющая компания не имеет права использовать денежные средства на улучшение состояния, технического состояния многоквартирных домов, так как это относится к работам по капитальному ремонту. В противном случае это не целевое расходование средств жильцов, то есть преступление. На такое управляющие компании не пойдут. Между тем, некоторым домам пошел уже 9-й десяток, и когда в них проводились хоть какие-то работы, уже никто не помнит. В 2016 году я обращалась в управляющую компанию, написала жалобу в администрацию. У меня жалобы, ответ есть. Мне ответили, что крыша будет отремонтирована, но так ничего не было сделано. Вот этим летом я ходила в управляющую компанию, заявка у меня есть, крышу мне так и не сделали. Текло прямо в распределительную коробку электрическую. Кончилось тем, что я просто наняла людей, купила шифер и закрыла крышу на свои деньги. Решение проблемы предлагает Сыктывкарская администрация. Собственникам аварийного жилья предлагают переселиться в маневренный фонд. Благо у столицы Коми он есть и вполне приличный. Если есть какие-то там острые моменты, действительно, где у вас там есть обращение того, что люди пишут, что действительно невозможно проживать, бывают такие ситуации. Давайте совместно, но опять же, это должно касаться домов, которые аварийные. Безусловно, по которым есть правовые основания человека определить в маневренный фонд, потому что там тоже определенный набор должен соответствие быть. Общественники заключают, ситуация не безнадежна, и у жителей домов, признанных аварийными после 2012 года, есть варианты. Первый – переезд в маневренный фонд. Часто люди даже не в курсе, что там есть достойное жилье. Второй – так называемый прямой способ управления. Это когда управляющая компания становится просто подрядчиком. Такая форма дает право жильцам самостоятельно решать, какие работы, в том числе и ремонтные, производить на собранные средства. Правда, на это нужно согласие всех собственников ветхого дома. Евгений Стокос, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сыктывкар.